Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе ОБСЕ призывает участников конфликта на востоке Украины к демилитаризации села Широкино, которое ежедневно подвергается обстрелам. Скандал вокруг фильма «Номер 44» продолжается. Министр культуры России намерен показать его на сайте ведомства. В США собаки помогают лечить посттравматический стрессовый синдром у ветеранов. Передаем слово Праге. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Новые цифры смерти из Украины. Во время Иловайской трагедии в конце прошлого лета погибли 459 бойцов АТО, ранены 478 человек. Таковы уточненные официальные данные, озвученные сегодня главным военным прокурором Украины в интервью «Цензорнет». 6 месяцев назад на Донбассе под городом Иловайск боевики непризнанной ДНР окружили подразделения украинской армии, взяв их в так называемый «котел». Виновных в тех событиях среди украинских генералов нет до сих пор. Наши корреспонденты на востоке страны отмечают, скорее всего, и эти цифры жертв еще не окончательные, в районе масса хаотичных захоронений. Стреляют и во внешне спокойном и мирном Киеве. Бурную реакцию в стране вызвало убийство одиозного украинского журналиста Олеся Бузины, которого расстреляли у подъезда его дома. За день до этого в столице убили экс-депутата Верховной Рады от партии регионов Олега Калашникова. Анализировала Шахида Якуб. 2 убийства подряд политически ангажированных и известных личностей в Украине стали шоком для страны. Олесь Бузина был известен своими пророссийскими взглядами и вообще считался фигурой неоднозначной, особенно после публикации своих книг «Воскрешение Малороссии» и «Вурдалак» Тарас Шевченко. Экс-депутат Рады Олег Калашников был одним из создателей антимайдана. После этих преступлений по стране поползли слухи и возможные версии убийств. Кому это было выгодно? Следствие только началось, но на политическом уровне уже были сделаны заявления относительно заинтересованных. Самый главный выгодополучатель этих убийств – это Российская Федерация, ее спецслужбы, которые могли это сделать для того, чтобы создать атмосферу террора в Киеве, показать пророссийски настроенным гражданам в Украине, их остаткам, и российским гражданам, что якобы в Украине тоже отстреливают оппозиционных политиков. Интересно то, что смерть Бузины и Калашникова упомянул и Владимир Путин в своем вчерашнем общении с народом. Причем произошло это буквально через несколько минут после появления соответствующей информации на украинских медиаресурсах. На Украине, которая претендует на то, чтобы быть демократическим государством и стремится в демократическую Европу, ничего подобного не происходит. Где убийцы вот этих людей? Их просто нет. Ни исполнителей, ни заказчиков. И это предпочитают не замечать ни в Европе, ни в Северной Америке. Это не первые политические смерти в Украине с начала года. В январе не стало 2 высокопоставленных чиновников в правительстве Януковича. Это бывший первый заместитель гендиректора Украинской железной дороги Николай Сергиенко и экс-председатель Харьковского облсовета Алексей Колесник, а также экс-депутат Михаил Чечетов. По официальной версии, они покончили жизнь самоубийством. Есть, конечно, четкое ощущение того, что и те странные самоубийства, и вот эти 2 убийства, которые произошли с интервалом в полдня, они имеют целью как раз-таки дискредитировать украинскую власть, в первую очередь президента Порошенко, который, согласно Конституции, контролирует силовые структуры в стране. Паника уже посеяна. Усугубляется это еще и тем, что в интернет были слиты телефоны и адреса граждан Украины, ассоциированных с прежним режимом или движением «Антимайдан». Причем зачастую информация об этих людях, выложенная в сеть, не соответствует действительности. Анна Зарецкая, волонтер из Запорожья, одна из тех, чьи личные данные были опубликованы в общем доступе, а сама она названа пособницей террористов. Наша запорожская СБУ об этом сайте узнала от меня. Я, наверное, просто смелый человек, за себя я не боюсь. Но у меня есть пожилые родители и есть дочь. Вот за них я переживаю. Я больше стала опасаться, я больше стала думать. Гражданский активист и правозащитник Максим Буткевич считает, что те, кто стоял за подобными действиями, пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине. Я бы даже не расценил это как внесудебные казни, поскольку нет пока никакого указания на то, что это была именно казнь. То, что почти по общему консенсусу это политически мотивированное убийство, в этом особо никто не сомневается. Озабоченность самоубийствами и убийствами политических фигур в Украине была озвучена Госдепартаментом США и рядом других государств. Власти Украины намерены найти заказчиков и исполнителей как можно быстрее. Пока это произойдет,
Число версий и слухов в Украине будет множиться каждый день. Шахид Якуб, «Настоящее время». Американские десантники прилетели в Украину учить и тренировать. Свое сообщение об этом посол США в Украине Джеффри Пайет проиллюстрировал фотографиями из аэропорта города Львов на западе страны. В руководстве АТО сообщают, американцы поделятся знаниями, которые могут пригодиться украинским военным в прямых боестолкновениях. И вот тут же реакция Кремля, цитата пресс-секретаря президента России Пескова: «Участие инструкторов из третьих стран способно дестабилизировать ситуацию в регионе». Тем временем наблюдатели ОБСЕ на Донбассе рассматривают возможность ночного патрулирования населенных пунктов. Такая инициатива у миссии появилась после работы в Широкино. Накануне наблюдатели провели там целый день, и впервые за долгое время в поселке стало по-настоящему тихо. Об этом сообщает корреспондент программы Зинаида Бурская. В маленьком поселке Широкино стрельба не прекращалась ни на день, несмотря на Минские соглашения. Широкино находится в 20 километрах от Мариуполя. Вот так выглядело перемирие 14 апреля, когда журналист Андрей Лунев подорвался на растяжке. А кто это? Знаешь кто-то? Да солдат. А, солдат? Это этот Андрей, телеканал. Это, да ладно. Да ладно? Как? Бои за поселок продолжаются уже несколько месяцев. В Широкино почти не осталось целых домов, в огородах стоят растяжки. Но при этом здесь до сих пор остаются мирные жители. По оценкам ОБСЕ, их 35 человек. Вчера обстреливали, позавчера. Вчера мина влетела в дом. Какое перемирие? Вот сейчас, вот сейчас пулеметы. Только что пулеметы. Окна все побитые. В сарай попала мина. На огороде 11 мин, во дворе 3 мины. На следующий день в Широкино помимо ОБСЕ приехали офицеры из совместного центра координации и контроля прекращения огня. Пока они находились в поселке, там было сравнительно тихо, но вскоре после их уезда опять начались перестрелки. И представители ОБСЕ, и генералы из совместного центра считают, что проблема с Широкино связана с тем, что стороны конфликта находятся очень близко друг от друга, видят друг друга и потому открывают огонь. Как далеко отсюда украинские позиции? Да вот они сразу. 300 метров. Ну, полкилометра. 400 метров. Необходим план по демилитаризации поселка. Во время сегодняшнего патрулирования мы увидели, что в этом месте огонь полностью не прекращен, и оружие, которое не должно использоваться, используется. Я намерен обсудить это с командованием, чтобы население не страдало. Александр Хук считает, что остановить войну в отдельно взятом Широкино задача сложная, но выполнимая. Это доказывают прошедшие сутки. Представители ОБСЕ находились в поселке весь световой день, и там впервые за долгое время стало по-настоящему тихо. Зинаида Бурская для «Настоящего времени». И новые подробности в истории с малазийским «Боингом». Эксперты международной следственной группы, работающие на месте трагедии, рассчитывают, что во время своей нынешней миссии смогут найти и вывести последние останки погибших, которые не удавалось обнаружить ранее. Екатерина Кочкина. Международные эксперты оцепляют место крушения малазийского лайнера. Территорию делят на квадраты, в каждом из которых будут искать фрагменты самолета и останки погибших пассажиров. Мы пройдем по всей территории сантиметр за сантиметром. Мы соберем все и будем раскапывать землю, если это будет необходимо. На земле по-прежнему лежат обломки самолета, игрушки, детская обувь, несмотря на то, что с момента катастрофы прошло 9 месяцев. Значительная часть обломков находится у местных жителей. Некоторые из них помогают международным следователям в сборе фрагментов. Однако многие детали не вызывают интереса следователей. Возможно, потому что для удобства транспортировки местные жители распиливали их самостоятельно. А то огромные, мы знали, где он. Мы их достали, порезали генератором, болгарочкой. На месте крушения следственная группа делает основной упор на поиск останков 2 пассажиров, тела которых не удавалось обнаружить ранее. Для этого им придется проверить почву на месте крушения на глубину до 30 сантиметров. Мы приехали для того, чтобы очистить территорию от всех обломков и, конечно же, чтобы собрать останки погибших. Мы увезем их обратно в Нидерланды. Помимо сбора последних фрагментов самолета, следователи проверяют несколько версий авиакатастрофы непосредственно на месте крушения. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Пришло время передавать слово в Вашингтон. Возвращаемся к громким убийствам в Киеве. Реакция на них США. Наташа.
Спасибо, Сергей. Госдепартамент осудил убийство украинского журналиста Олеся Бузины, а также бывшего члена парламента от партии регионов Олега Калашникова. Пресс-секретарь ведомства Мари Харф заявила, что США обеспокоены такого рода насилием, однако отказалась анализировать возможные мотивы убийства до завершения работы следствия. Из-за разницы в часовых поясах Вашингтон с небольшим опозданием отреагировал на открытую линию президента России Владимира Путина. Мари Харф прокомментировала, в частности, заявление Путина о том, что в Украине нет российских военных. Как неоднократно заявлял госсекретарь Керри, никакое количество пропаганды не может сделать правдой то, что ей не является. Мы знаем по данным на начало апреля, что российские вооруженные силы продолжают оперировать в Восточной Украине. И это не только наши слова. Есть фотографии, есть доказательства, которые все могут увидеть. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что Москва сделала ряд вводящих в заблуждение заявлений об альянсе. В частности, Лунгеску подчеркнула, что системы ПРО в Румынии и Польше не направлены против России, как утверждает Москва. Россия также декларирует, что проводимые НАТО-маневры провоцируют рост напряженности. Как отметила Лунгеску, это не соответствует действительности. По ее словам, Альянс никогда не перемещал ядерное оружие в Восточную Европу, а ядерная инфраструктура НАТО полностью соответствует положениям договора о нераспространении ядерного оружия. По словам представителя Альянса, именно Россия начала использовать ядерное оружие для запугивания иных государств. 9-летний украинец Володя Бубело возвращается на родину после интенсивного курса лечения в США. Получив серьезные ожоги при пожаре около года назад, Володя находился на грани жизни и смерти. Мальчик провел 9 месяцев в детской больнице в Бостоне, где поразил врачей своим мужеством. Репортаж Татьяны Харченко. 9-летний Володя Бубело хвалится двумя любимыми плюшевыми мишками. Их зовут Эдик и Супермен. Эдик не любит ходить с нами в больницу. Да, я до лекарни. Но Суперменом Володя может гордиться. Тот уже начал понимать, как помогать людям. Супермен обычно сидит дома, но он учится спасать людей. Спасать людей. Самого Володю тоже спасли, но это были не супергерои, а американские врачи из бостонского детского госпиталя. Их помощь потребовалась Володе после пожара, произошедшего в мае прошлого года. Бостонские медики вызвались помочь, хотя считали, что шансы на выживание мальчика очень малы. Хирург Филипп Чанг говорит, что у пациента было обожжено 75% поверхности тела. Мальчик находился в критическом состоянии. Он поступил с многочисленными инфекциями, угрожавшими жизни. Володя провел в нашем ожоговом отделении более 6 месяцев. Ему провели около 30 операций, прежде чем мы смогли закрыть его ожоговые раны его собственной кожей. Доктор Геннадий Фузайлов родился в Узбекистане, но получил образование в США. Именно по его инициативе Володю привезли в Бостон. Он говорит, что когда мальчик поступил, нос был единственным необожженным местом на его теле. Я не знал, как с ним здороваться. У него единственное место было, которое было целое, это был носик. И я всегда дотрагивался до его носика, он всегда просил позови дядю Гену, чтобы он до его носика дотрагивался. То есть я с ним здоровался всегда через носик. Я подходил к нему и делал бзз. Доктор Фузайлов говорит, что временами не верил, что мальчик сможет выжить. Тем не менее, Володя доказал, что сдаваться не собирается. Гены такие вам надо клонировать. Вот из таких украинцев нужно строить Украину. Потому что у него гены железные. Парень просто обалденный мужик. Такой стойкий, как оловянный солдатик. Его стойкость меня поражала. Его стойкость просто, вот если вы с ним пообщаетесь, вы увидите, что у него внутренность очень большого, сильного человека. После нескольких месяцев в ожоговом отделении Володя снова учится кататься на велосипеде. Его физиотерапевт Эми Чейсон говорит, что улыбка ребенка, который вернулся к жизни, является лучшей наградой для нее. Когда он прибыл сюда, он не мог ничего делать. Сейчас он уже может ходить, самостоятельно есть, делать практически все, что ему требуется. Володе еще придется вернуться в больницу, где ему сделают еще несколько операций. Но сейчас, по мнению врачей, ему важно вернуться домой, чтобы увидеть своих друзей и родных. Другая тема. Самопровозглашенное исламское государство – серьезный противник Запада, но его можно победить. По таким девизам в Вашингтоне прошла конференция, посвященная глобальным целям, внутренней структуре и политическим перспективам ИГИЛ. Гость конференции, писатель и политолог Джей Бергер, только что выпустил новую книгу, в которой попытался проанализировать сущность организации и пути борьбы с ней. Продолжение темы в материале Вадима Оленичева.
Самопровозглашенное исламское государство, сокращенно ИГИЛ, представляет собой угрозу не только ближневосточной, но и международной стабильности. Будучи последователем лидеров Аль-Каиды, руководство ИГИЛ модернизировало ее фундаменталистскую идеологию и теперь занимается воплощением ее в реальность, дестабилизируя все новые регионы мира. Таковы основные тезисы, изложенные Джей М. Бергером в новой книге об ИГИЛ, написанной им в соавторстве с Джессикой Стерн. По словам автора, специфика ИГИЛ заключается в том, что оно концентрирует свои усилия на постоянном расширении влияния, на преодолении или подавлении этнических и культурных барьеров. Его главари всячески пытаются произвести впечатление, что они могут реформировать исламский мир и даже изменить мировой баланс, по возможности не в пользу Запада. ИГИЛ создал двойную идеологию для своих последователей. Одна — это региональная политика, использующая недовольство местного населения существующими порядками. Но есть и внешняя идеология, направленная на зарубежье и напоминающая апокалиптический культ. Она основана на концепции построения идеального общества. Результатом слияния этих двух компонентов является успешная вербовка боевиков за границей. В использовании интернета и социальных сетей, говорит Джей М. Бергер, в массированной пропагандистской машине кроется, быть может, наибольший разрушительный потенциал исламского государства. Правда, из сети Facebook веб-страница джихадистов уже удалена, но на сайте YouTube ролики организации еще присутствуют. А в Твиттере, по данным агентства International Business Times, открыты десятки тысяч причастных к ИГИЛ страниц с сотнями тысяч читателей. Стратегия, избранная исламским государством, считают авторы исследования, неуклонно двигает его к тотальной войне. Пока ИГИЛ не представляет собой угрозы существованию США. Но вопрос о применении против него военной силы уже стоит, хотя и требует детального анализа. Мы должны задать сами себе вопрос, какую пользу принесут наши военные действия, и есть ли обоснованная перспектива того, что ситуация улучшится, и хаоса удастся избежать. Как было отмечено, вместо старого лозунга Аль-Каиды «Мы жертвы», ИГИЛ выдвинул новый лозунг «Мы сильны», и он сразу нашел отклик во всех уголках исламского мира. Вот почему юнцы в разных странах берутся за оружие и мечтают стать частью этой новой утопии. Главари джихадистов стараются завербовать людей, которые не остановятся ни перед чем, включая самые бесчеловечные акты насилия. По крайней мере, один из прогнозов, высказанных автором исследования, звучит устрашающе. Хотя самопровозглашенное исламское государство не представляет собой угрозы существованию Соединенных Штатов, наиболее вероятное развитие событий может повлечь за собой, как было сказано, катастрофические человеческие потери в мусульманских странах. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Правозащитникам и общественным организациям в России работается все труднее. Передаем слово Праге. Сергей? Да, Наташа, общественная организация Михаила Ходорковского «Открытая Россия» на время стала закрытой. Двери московского офиса сейчас на замке. Сотрудники никаких комментариев журналистам не дают. Накануне в помещениях организации прошел обыск. Его провели вооруженные ОМОНовцы и сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. МВД России сообщает, обыск связан с подозрениями в изготовлении листовок и транспарантов экстремистского содержания. По мнению самого же Михаила Ходорковского, истинной причиной обысков в московском офисе «Открытой России» являются съемки фильма о роли главы Чечни Рамзана Кадырова в вертикали российской власти. И мы вновь возвращаемся к запрету в России голливудской драмы под названием «Номер 44». Это вымышленный рассказ о событиях начала 50-х годов в сталинском СССР. Прокатное удостоверение у фильма забрали за день до премьеры. Официальная причина этого – искажение истории. И вот сегодня занятые в картине знаменитости рассказали журналистам, что они думают об этом запрете. На британской премьере номера 44 только и говорили, что о его показе в России, несостоявшемся, кинотеатрам пришлось срочно менять расписание после того, как Минкульт и прокатчики ленты за сутки до премьеры распространили совместное заявление. В нем сообщалось, что голливудский триллер, по их мнению, искажает исторические факты и характеры советских граждан до, во время и после Великой Отечественной войны. Том Харди сыграл в фильме главную роль сотрудника госбезопасности, расследующего дело о серийных убийствах детей с риском для собственной жизни. По сценарию начальство стремится замалчивать преступления, так как, согласно пропаганде, такие зверства могут происходить только в капиталистических странах. О запрете своей работы в России актер слышал, но в подробности не вникал. Я точно не знаю, запретили его или нет. Они сейчас празднуют 70-летие Победы, так что мы имеем то, что мы имеем. Кажется, книгу там можно свободно купить, так что не знаю, насколько это все реально. Речь о книге «Ребенок 44» британского писателя Тома Смита, которая и легла в основу фильма.
Русские не уточнили, какие факты мы, по их мнению, исказили. Когда я писал книгу, я не задумывал ее как провокационную. Я думал, это просто отличная история. О режиме того времени хорошо известно. О нем написано множество книг. Есть много архивных документов об НКВД, о голоде. Когда они говорят искажение фактов, я сразу думаю, что именно они имеют в виду. Экранная супруга Тома Харди, актриса Нуми Рапаз, говорит, историческая достоверность – вопрос второстепенный, главное – художественность. Конечно, я шокирована. Это очень печально. Я хочу, чтобы люди увидели наш фильм. Если честно, я не размышляю о том, насколько он правдив с точки зрения истории. Это произведение искусства, вот что главное. Но думаю, мне все же надо разобраться в событиях тех времен получше. Вслед за Россией показ фильма отменили в Беларуси, Украине и Киргизии. Ущерб от запрета эксперты оценивают в десятки миллионов долларов. По словам российского министра культуры, номер 44 могут выпустить в интернете и на DVD. Прокатчики это заявление пока не комментируют. Это «Настоящее время». Продолжаем. Движение на дорогах Молдовы парализовано. Фермеры страны вышли на улицы в знак протеста против финансовой политики властей. Своей техникой протестующие перекрыли сразу несколько важнейших магистралей. Трактористы выезжают на дорогу и полностью блокируют движение. В среду в Молдавии начались массовые забастовки фермеров. Сельское хозяйство становится убыточным. В Европе фермер защищен государством. Например, он получает дотации на топливо в зависимости от площади обработки земельных угодий. Это помогает избежать роста цен. Мы не можем конкурировать с ними. Они получают до 80% субсидий. Мы получаем 0. У нас неравные условия. Главные требования – увеличение бюджетных дотаций, снижение налогов и получение доступных банковских кредитов. По словам бастующих, положение ухудшилось после введения России запрета на импорт молдавских овощей и фруктов. Сейчас банки не дают нам кредиты, потому что из-за российского эмбарго банкирам это невыгодно. В Европу со своей продукцией мы попадем не скоро, а продавая урожай на улице или через интернет, много не заработаешь. Правительство уже пошло навстречу фермерам, выделив на их нужды более 600 миллионов лей, или примерно 34 миллиона долларов. Но оказанной помощи пока недостаточно. 610 миллионов лей, конечно же, маленькая сумма для нынешних потребностей. Министерство хотело бы увеличить ее, но это все, что было заложено в бюджет. Протестующие утверждают, что если власти не окажут необходимую помощь, то они свезут в центр Кишинева тонны гнилого урожая. Добыча нефти в Соединенных Штатах в марте этого года выросла до максимума за последние 38 лет. Об этом говорится в отчете Американского института нефти. Как на такой объем ресурсов может реагировать российская экономика? Ответ искали депутаты США. Наташа, продолжайте. Да, Сергей, в Палате представителей США как раз прошли слушания по вопросу возможности об отмене запрета на экспорт американской нефти. Конгрессмен из Техаса, республиканец Тед Пош, считает, что это надо делать немедленно. США сейчас являются самым крупным производителем сырой нефти в мире. У нас нефти больше, чем мы можем переработать или поместить в хранилище. Большинство нефтеперерабатывающих заводов в США было построено для обработки тяжелой высокосернистой нефти, а новая нефть – это легкая малосернистая нефть. Перерабатывающие заводы в США просто не справляются с таким объемом производства. Раньше производители бы просто закачивали нефть в хранилища, но, по словам экспертов, эти хранилища будут заполнены уже до конца этого месяца. По оценкам экспертов Американского управления энергетической информации, в 2020 году среднесуточная добыча нефти в США составит 11,5 миллионов баррелей, в России – чуть более 10 миллионов. Михаил Крутихин, партнер компании «Русэнерджи», один из ведущих аналитиков по мировой энергетике, дал комментарий нашему корреспонденту Даниле Гальперовичу по поводу того, как экспорт американской нефти может отразиться на России. Я думаю, что России придется уступить во многом свое место на этом рынке, но не только потому, что Соединенные Штаты вдруг выйдут на этот рынок со своей нефтью. До сих пор Америка Северная выходила на этот рынок с очень небольшими количествами очень специфических сортов, очень легких сортов нефти, почти газовый конденсат, то, что называется условно. Но если объем этого экспорта будет значительно увеличен, то Россия уступит свои рынки в первую очередь в Европе.
Она сохранит какое-то положение в Азии, поскольку ей легко по газопроводу ВСТО отправлять серьезное количество нефти в Китай и на Тихий океан и получать за них даже премию по сравнению с дисконтом, который она получает в Европе. Но в целом объем экспорта российской нефти должен здорово сократиться. И еще потому, что добыча будет уменьшаться по объемам. В России 70% оставшейся нефти в земле – это трудноизвлекаемые запасы. Другая тема. На встрече с американскими ветеранами в четверг президент Обама заявил, что его задачей верховного главнокомандующего является служить раненым воинам так же, как они служили своей стране. Но ежедневно 22 ветерана вооруженных сил совершают самоубийство. Зачастую это связано с посттравматическим стрессовым расстройством. Одним из необычных средств лечения психологических проблем бывших воинов стало постоянное общение с домашними животными, в первую очередь специально обученными собаками. Рассказывает Александр Панов. 4 года назад стартовало движение «Собаки для воинов» и была создана организация «Хабри», цель которой сделать собачью терапию доступной для ветеранов вооруженных сил, 31% которых испытывают последствия посттравматического синдрома в какой-то момент жизни. Девиз движения «Служебная собака – это не домашнее животное». Собака – это друг, и, как утверждают ученые, даже врач-терапевт. Министерство по делам ветеранов помогает получить собак-компаньонов людям с физическими травмами. Но что касается проблем психики и душевного здоровья, чиновники говорят, нет достаточных доказательств того, что собаки помогают. Наша цель – предоставить эти доказательства. В стенах Конгресса был представлен новый научный проект. Исследование призвано собрать необходимую научную базу. В его рамках будут сравнивать физическое и психологическое состояние 50 бывших солдат, страдающих посттравматическим синдромом, уже взявших себе служебных собак, и 50 ветеранов, которые получают более традиционное лечение. Они из длинного списка тех, кто ждет своей очереди получить специально обученную собаку-компаньона. Собачья терапия облегчает жизнь больных раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, синдромом Альцгеймера. Собаки помогают аутистам, детям, страдающим аллергией и иммунными расстройствами. Пока мы точно не знаем, как именно служебные собаки помогают ветеранам. Это новое явление, поэтому необходимо все задокументировать, понять, как это работает, в каких условиях, как возможно усилить лечебный эффект. В течение года мы надеемся собрать все необходимые данные. Пока же проведенный нами опрос показал, что у тех, кто проживает со служебной собакой, улучшаются отношения в семье. Ветераны отмечают повышение качества своей жизни. Специальный тренировочный лагерь во Флориде предусматривает курс. 120 часов занятий с профессиональными дрессировщиками. Из лагеря ветераны возвращаются домой уже в компании четвероногих друзей. 160 ветеранов получили от нашей организации собак-компаньонов. Еще больше ветеранов их получат после занятий в новом лагере. Люди ждут собак по 14 месяцев. Это долгий процесс. Но мы не в состоянии помочь быстрее. Наша цель — сократить срок ожидания до 2 месяцев. 92% выпускников наших курсов отмечают снижение суицидальных настроений. 24% полностью и 60% частично избавились от употребления антидепрессантов. Статистика впечатляет, но нам нужна поддержка Министерства по делам ветеранов, чтобы этот опыт стал повсеместным. Врачи отмечают, что присутствие домашних животных, кошек, собак, птиц, даже аквариума с рыбками помогает многим больным. У них понижается давление, а депрессия уходит. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Сегодня отмечается 45-я годовщина возвращения на Землю 3-й космической экспедиции НАСА на Луну – Аполлон-13. К тому времени, когда в апреле 1970 года астронавты готовились к миссии, полеты на Луну стали превращаться в обыденные события. Но уже вскоре после старта полет Аполлона был уже чем угодно, но только не рутиной. Проблемой стал взрыв резервуара с кислородом, повредивший корабль. За взрывом последовали 3 страшных дня, когда специалисты НАСА на Земле делали все, чтобы вернуть экипаж домой. Это был яркий пример четкого руководства и командной работы. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе. Сергей? Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.